Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24», в студии Полина Долинская. Тренерский штаб сборной России объявил состав на сборы национальной команды перед чемпионатом Европы 2020. В расширенный список вошли Матвей Сафонов, Денис Макаров, Арсен Захарян. Также Станислав Черчесов вызвал следующих футболистов: Юрий Дюпин, Андрей Лунев, Антон Шунин, Александр Головин, Магомед Аздоев, Артем Дзюба и другие. Игорь Акинфеев, завоевавший бронзу в составе сборной страны на Евро-2008, несмотря на уговоры Черчесова, отказался возобновлять карьеру в сборной на Евро-2020. Самым молодым игроком в составе команды станет 17-летний полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян. В текущем сезоне он провел за основную команду 12 матчей, забив 2 гола и отдав 5 голевых передач. Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после 31 мая. Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. На территории нашей страны футболистов примут в Санкт-Петербурге. Здесь состоится 6 матчей группового этапа турнира и 1 четвертьфинал. Тем временем в домашнем матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу Леванте сыграл в ничью с Барселоной. Результат встречи – счет 3-3. В составе хозяев забитыми мячами отметились Гонсало Малеро, Хосе Моралес и Серхио Леон. У гостей отличился Лионель Месси, Педри и Усман Дембеле. Месси является лучшим бомбардиром чемпионата Испании текущего сезона. На его счету 29 голов. У ближайших преследователей Карима Бензема и Херардо Морено по 21 забитому мячу. В турнирной таблице Барселона занимает второе место, набрав 76 очков. Первым идет Атлетико, на третьем месте Реал, на четвертом Севилья, Леванте на 13-й строчке таблицы. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 в Турции будет отменен. Гран-при был запланирован в Стамбуле с 11 по 13 июня. В конце апреля он заменил этап в Канаде, который был отменен из-за коронавируса второй год подряд. Причиной тому стало то, что ранее Великобритания включила Турцию в красный список стран. По возвращению оттуда необходимо провести 10 дней карантина в специальном отеле. На сегодняшний день в Великобритании базируется 7 из 10 команд чемпионата. В таком случае они не смогут вовремя оказаться на следующем этапе во Франции, который пройдет 25-27 июня. Напомним, что Турция была исключена из календаря на проведение чемпионата мира несколько лет назад. Но в прошлом году, после отказа ряда стран проводить гонки в условиях коронавируса, этап был включен снова. Календарь нынешнего сезона включает в себя 23 гонки. Пятый этап пройдет с 20 по 23 мая в Монако. Ралли-Дакар в 2022 году пройдет со 2 по 14 января в Саудовской Аравии. Гонка пройдет здесь в 3-й раз подряд. Ралли стартует в Хаиле и завершится в Джидже. В ралли-марафоне нынешнего года в зачете грузовиков представители российской команды КамАЗ-Мастер заняли весь пьедестал. Экипаж команды 5-й раз подряд выиграл марафон. В общей сложности пилоты КамАЗа побеждали на Дакаре 18 раз. Сборная России по хоккею в первом матче чешских игр в среду сыграет с командой Швеции. В четверг российские хоккеисты встретятся с финнами, а в субботу с чехами. После 3 этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все 9 матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. Самым тяжелым соперником в турнире для команды является сборная Швеции. Российские хоккеисты трижды обыграли шведов только в серии послематчевых буллитов. Второе место в таблице занимает команда Чехии, имея в активе 11 баллов. Третьими идут шведы, на 4-й строчке располагаются финны, в копилке которых 8 баллов. К этому часу у меня вся информация. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия-24.